Вот это мое платье свадебное. Хасавюрте купила. Это платье, пожалуй, самое долгожданное в жизни каждой девушки. Луиза Гайлабиева рассказывает, что выбирала его очень долго. Не менее щепетильно невеста отнеслась и к покупке подарков для многочисленных родственников будущего супруга. Это рубашки, да, родственникам. Обычная предсвадебная суета обычной чеченской девушки в один миг стала поводом многочисленных сплетен. О предстоящем браке Луизы Гайлабиевой и Нажуда Гучигова сегодня знают не только в республике, но и далеко за ее пределами. А началось все вот с этой фотографии, которая мгновенно распространилась по социальным сетям. Авторы сообщения утверждали, что девушку насильно выдают замуж за человека, который старше нее на 40 лет. Конечно, без внимания на такую новость не оставили различные СМИ, которые ради рейтинга и громких заголовков не брезгуют даже непроверенной информацией. «Новая газета» рассказала о 17-летней Хиде Гайлабиевой, на которой захотел жениться 57-летний руководитель Нажаюртовского РОВД Чечни Нажуд Гучигов в обход запрета Рамзана Кадырова на браке с несовершеннолетними. Родственники отказались выдавать дочь замуж для того, чтобы они не вывезли ее. Полицейский выставил посты по всему селу. Если верить журналистам, блокпосты, которые установил начальник РОВД Нажуд Гучигов, расположены при выезде из села Байтарки. Однако ни наша съемочная группа, ни федеральные коллеги с Live News, ни правозащитники найти их так и не смогли. Приехали и осмотрели, поговорили с жителями местными. Они говорят, как пишут там, такое страшное, что оцепление, что мы свободно ездили, свободно опрашивали, свободно говорили. Впервые эту выдуманную и душераздирающую историю широкой общественности поведала специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина. Луизу, выпускницу школы 2014 года, в своей статье журналистка называет несовершеннолетней. А Нажуду Гучигову вместо реальных 47 лет приписала целых 57. Между тем, разницу в возрасте ни одна из сторон не скрывала. Да и стоило ли, если этот факт устраивал всех. Мужественный, надежный, поэтому... В семье Гайлабиевых 3 дочери. Макка, мать невесты, рассказывает, что новость о предстоящем браке младшей была неожиданной, но приятной. Девушка согласилась, поэтому я тоже согласилась. Мы все рады. Макка рада, и мы все рады. Да, я знаю, что он был женат, что у него дети от первого брака. Но так сложилось, что я теперь выхожу за него замуж. Раз приехали люди свататься, а мы сказали им, сначала мы будем просить матери, потом дочки. Если согласие, мы слово дадим. Если нет согласия, нет. Потом повторно приехали, мы просили девушки, матери, они согласны. Раз они согласны, мы дали ответ, мы согласны. Тут это сплетни, через телефон вот эти пропускают всякие ерунду. Это неправда. Раз мы дали слово, согласие девушки, согласие матери, а что больше что? Ничего не надо. Все. Тем временем автор скандальной статьи Елена Милашина утверждает, что Хеда, так она называет Луизу, вовсе не хотела выходить замуж и просила помочь предотвратить этот брак. Я связывалась в том числе и практически с самой девушкой. Я точно знаю ее позицию. Самой девушке, как я понимаю, никто не говорил, хотя она таким образом, в том числе и через меня, и через социальные сети, пыталась обратиться за помощью лично к Рамзану Кадырову. Ее мнение так до сих пор публично и не прозвучало по этой ситуации. Согласно чеченскому менталитету, о предстоящей свадьбе в доме невесты в присутствии мужской половины говорить не принято. Девушка в знак уважения старается избегать их присутствия, поэтому вполне понятно, почему ее мнение до сих пор никто и не услышал. Не привыкшая к такому вниманию со стороны СМИ, Луиза и с нашей съемочной группой общалась с большим трудом. В беседе с правозащитниками она сказала, что ни с кем из журналистов по телефону никогда не говорила. Ты говоришь, что ты не давала интервью, не знаешь этих журналистов, не знаешь про этот канал. Что же тебе дали? С нею на связь не выходили журналисты из-за пределов республики, не приезжали и не общались. С ней не общалась Милашина с «Новой газеты», с ней не общались телеканалы «Дождь». Точно так же она опрашивала своих подруг, действительно близких подруг, которые не имеют к этому никакого отношения. Как мы знаем, в горных селах особенно сохранились традиции и обычаи. И в чеченских семьях не принято выносить то, что говорится личное, выносить на обсуждение всем. А в этом отношении, не говоря уже о тех законах, которые у нас есть в республике, не говоря о законах нашей страны, нарушено частное право и семейное право этой семьи.
Что взрослые, что эта девушка говорят. Не вмешивайтесь в нашу личную и частную жизнь. Вы разрушаете нашу семью, вы разрушаете наше будущее. В эту историю не мог не вмешаться глава Чечни. Он отправил в селение Байтарки свои доверенные лица, которые объективно разобрались в этой казавшейся запутанной ситуации. Как выяснилось, эта свадьба для «Новой газеты» стала всего лишь очередным поводом выставить регион в неприглядном свете. Начальник милиции диалога Шубух из дюч российский международный набух сюрчует все директор мостомете дона тявал хажар хабуш вера дэшка дюн да окчо зимнаг ялош зимнаг дон окчунга юч мостохен хил хадош кведасон я ихай я далуш استعبغت حاجه دون او حسينش ده جورناليست بايت ناستون ايوا داغستاني دون بازر يا نو كيتش الماريخ يخايا دايلو из дона ценени хачи цедек хачи цедек шашлалу зал дин шва рези бухтар. В своих высказываниях журналисты, сгущая краски, прибегают к словосочетаниям, которые никогда не были характерны для чеченского общества. Кроме того, ищут в этой истории политическую подоплеку, вмешивая в нее главу региона, пытаясь подорвать авторитет республиканских властей. К этому нужно относиться как к преступлению, которое предусмотрено законом о СМИ, о причинении тяжкого вреда, морального вреда. И, кстати, не только Гучигову, не только невесте и ее семье, и, так сказать, тем, кто живет в их районе, вот, на Жаютовском районе, да, а всему чеченскому народу. Потому что сегодня нет отбоя от таких, как Милашина, которые пытаются на весь мир представить чеченский народ, имеющий древнейшие традиции, собственно говоря, своей цивилизации, которые идут аж из самой Месопотамии, представить нас как дикарей. Естественно, мы воспользуемся нашим законным правом. Она будет нести ответственность сразу по нескольким статьям. Во всяком случае, не будучи профессиональным юристом, я уже вижу квалификацию вот того преступления, которое она совершила. Ну, это, например, та же статья 62 закона о СМИ, где говорится о возмещении морального вреда. Та же 43-я статья того же закона, где мы можем воспользоваться правом на опровержение. И обязательно им воспользуемся. Ну и право на ответ, на адекватный ответ. Я думаю, что все средства массовой информации маломальски, значит, задействованы сегодня в медийном пространстве Чеченской Республики, как минимум дадут свою оценку вот той оголтелой античеченской и антироссийской пропаганде, одним из рупоров которого оказалась Елена Милашина. Я уже сегодня, как министр этого ведомства, отвечающего также за СМИ, уже сегодня имею информацию о том, что, например, очень сильно возмущены наши журналисты. Нарушением, да, из-за нарушения этой журналистской этики. Я уже сегодня знаю, что возмущены наши писатели. Я знаю, что возмущены другие представители гражданского общества, представители общественных организаций. Вот, поэтому мы даже не знаем, каким образом нам удастся вот такой вот поток возмущения даже остановить. Мне кажется, имеют место некие двойные стандарты со стороны определенных СМИ, потому что те же самые СМИ очень часто обвиняли главу республики в прошедшее время в том, что он слишком много уделяет внимания именно частной жизни каких-то людей, что он как-то и говорили о том, что нужно, значит, чтобы глава республики не должен вмешиваться в частную жизнь людей. Сегодня ровно те же самые СМИ обращаются уже совершенно противоположным упрекам, что государство, значит, никак не реагирует и просит, наоборот, государство вмешаться в частную жизнь людей. В данном случае, мне кажется, имеет место некая спекуляция со стороны определенных СМИ. То есть все происходящее в республике обязательно пытаться интерпретировать как-то именно со стороны главы Чеченской Республики. То есть любое происходящее пытаться как-то связать с именем главы Чеченской Республики, с тем, чтобы определенный негативный имидж ему создавать за пределами республики. В разговоре с ведущим телеканала «Дождь» Елена Милашина обвиняет Рамзана Кадырова в том, что он, разрешив брак с несовершеннолетней, нарушил закон. Однако сама же приступает его черту, оскорбляя честь и достоинство сразу нескольких человек, что является уголовно наказуемым, согласно статье 128 Уголовного кодекса России. Ну, которые это пишут в интернете, лучше им остановиться. Нам уже это надоело, мы думаем, что на них уже суд подать.
Нелепость обвинения о нарушении прав девушки как некоторых правозащитников, так и СМИ очевидна. Если бы и первые, и вторые так беспокоились за регион ее жителей, то наверняка бы знали, что именно здесь и именно по поручению Рамзана Кадырова активно ведется работа по укреплению института семьи. По поручению главы Чечни запрещены ранние браки. Кроме того, поддержку общественности получило его решение о запрете старинного обычая умыкания невест. Сегодня по этому поводу выезжали работники управления по правам ребенка Чеченской Республики. Данный слух не соответствует с действительностью. Побеседовали с их родителями, с их родственниками. Действительно, они у этой девушки очень большой и достойный род. Тем более такие слухи, они наоборот восприняли это как оскорбление. В отличие от других республик, в нашей республике такие подобные случаи пресекаются законом. Мы все свидетели тому, что буквально в 2012 году еще запретили умыкание девушки главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем. И на сегодняшний день создан аппарат уполномоченных по правам ребенка в Чеченской Республике. И есть горячая линия. Если вдруг в каком-то уголке Чеченской Республики будут нарушены права детей, немедленно будет отреагировано со стороны власти. Если будет такой случай, допустим, несовершеннолетние или не окончившие школу, общеобразовательную школу девушки, они, в общем, со стороны духовного управления не заключат брак, соответственно, имам данного села. И, в общем, у нас в этом плане, в этом отношении очень хорошо налаженная система. Так что, мне кажется, что не следует сцепиться за каждым слухом, который там написан в интернете. Несмотря на бурные обсуждения предстоящей свадьбы, Луиза Гайлабиева готовится к важному в своей жизни событию. Признается, что ненужные разговоры подпортили настроение, но на ее решение никак не повлияли. Я бы очень хотела попросить тех, кто выкладывает эти сплетни, пожалуйста, не вмешивайтесь в мою личную жизнь, мне эти сплетни уже надоели. В последнее время все чаще в публикациях таких СМИ, как «Эхо Москвы», РБК, Ньюсленд, Ньюсру, Лента.ру, наблюдается агрессивное и даже предвзятое отношение ко всему происходящему в Чеченской Республике. На первый взгляд, совершенно очевидные события они преподносят аудитории в максимально искаженном виде. Объяснить подобную реакцию этих журналистов можно только тем, что они выполняют чей-то заказ или просто привыкли на чеченской тематике делать рейтинги. Однако теперь пора бы и понять, что в Чечне права людей защищаются лучше, чем во многих других регионах России. А показатель безопасности и вовсе лидирует. А значит, громкие сенсации надо искать в другом месте. Рузана Веселаева, Луиза Бихоева, Динара Мурадова, Муса Асемиров, Артур Дутаев. Новости.